глубинах Тяньшаня каждую ночь на протяжении более 17 веков холодный свет луны озарял скала пещер Кызыл, близ уйгурского города Куча. В 38-й пещере царит кромешная тьма, но вот зажигается свет. Великий пир музыки и танца длится здесь уже тысячелетия. Картина «Поклонение небожителей Луне» расположена над изображением Будды, проповедующего закон. Это был путь, ведущий через веру в Будду в царство крайнего блаженства, простой и прямой. Бесчисленные верующие взирали на него, представляя себе образы небесных чертогов блаженства. Двадцать 28 небожителей Тушута окружают статую Будды. Они играют на пипе, бьют в барабан, перебирают струны кунху, наигрывают на пайсе, дуют в пила, танцуют под музыку. Это был оркестр Уйгурского царства Куча, в 10 тысяч раз прекраснее. Культура Куча существовала более 1000 лет. В период расцвета она находилась в центре 36 уйгурских государств. Летящие в небе дракона, пышные перу, мириады героев. Только процветающая и могущественная страна могла создать такие грандиозные пещерные храмы. Это также способствовало стремительному развитию уйгурского буддийского искусства музыки, танца, живописи и скульптуры. Из чего дома, не зная, флейта звук несется, рассыпавшись, весенним ветром влиян влился. Когда китайский поэт Лебо написал эти бессмертные строчки, поперечная уйгурская флейта, хенджи, изображенная на фресках 38-й пещеры, уже стала одним из характерных музыкальных инструментов Китая. И не только поперечная флейта. Более 20 видов инструментов, изображенных на фресках в уйгурском Кызыле, в совершенстве вошли в культуру Китая. Небожитель, перебирающий струны кунхуру в лунную ночь, летящий апсара, играющий на пипе за спиной. В их длинных развивающихся лентах воплощено бесконечное очарование уйгурской культуры Кучи. Нефритовые пальцы, ловко играющие на цитре и медном барабане, двигались из уйгурского Кучара на восток вдоль коридора Хэси, привлекая поэтическое вдохновение китайского чиньяня. Подобно волнам в песчаном море, таков образ шелкового пути под сиянием полной луны. Уйгурский Куча и китайский чиньян едины в звуках и чувствах, связанные тонкими нитями. Глаз каху, смотри, кружится, будто на ветру. Песни и танцы уйгурского края вливали неиссякаемую жизненную силу в китайскую цивилизацию. С какого близкого расстояния, должно быть, китайский поэт Бай Цзуй наблюдал за уйгурскими танцами, чтобы написать такие живые строчки. А образ летящей апсара, играющей на пипе, из уйгурского Кызыла, давно стал вечной классической темой в китайском искусстве. Куча – это буйство жизни в каждом уголке. Это отражение уйгурской истории в каждой фреске в пещерах Кызыл и неоценимого влияния на искусство Китая.